Так, всем привет от гибрид-центра Якутск. Приехала к нам на ремонт вот такая машинка. Это у нас Toyota Aqua. Такая вот. В общем, диагностика показала, что есть грязная заслонка, грязный EGR, впускной коллектор. Будем все это смотреть сейчас. Будем все это откручивать. Ну и промывать. Такие вот дела. Будем этому двигателю раздушиться дать, короче. Потому что когда EGR грязный, двигатель очень сильно задушил. Ну и расход большой, и все на свете. И ресурс двигателя уменьшается. Ну а так по батарейке в этой машине все хорошо. Надо только обслужить двигатель. Что мы сейчас будем делать? Так, шланг вот этот сюда включается. Эти шланги здесь. Один шланг здесь. В принципе все. Сейчас впуск откручу. EGR откручу. Вот этот шланг снять надо будет с холодильника, передавить. И все, в принципе. Холодильник на Акве чистый. Если посмотреть, вот ячейки. Холодильник чистый, нормальный. Заслоночка грязненькая. Заслоночка грязненькая. Сейчас поменяем. Ну, в смысле, сейчас почистим ее. Почистим заслоночку. Ну, не сильно, не критично, но все равно грязная уже. Помоем. Клапан EGR, в принципе, не совсем грязный, но так, чуть-чуть уже есть. Для профилактики почистить хорошо. Вот. Что касается вот этого момента. Там грязь какая-то уже есть. Ну, он в принципе чистый. Но так уже начинается. Грязь чуть-чуть начинает проникать, поэтому, наверное, сниму для профилактики, почищу тоже. Так, в принципе, холодильник снимать не буду. Он чистый. Ну, коллектор грязненький. Есть маленько. Эти вот отверстия. Главное, чтобы вот эти отверстия были чистые. Они грязные. Грязь есть. Сейчас будем мыть. Ну а так, в принципе, все. В принципе, все разобрал. Воскресенье, работаю. Вот поставил уже заслоночку. Все, помыл клапан. Вот. Тоже помыл керхером. Фильтр поменять бы еще, и вообще будет огонь. Фильтр, в принципе, нормальный. Вот, немножко... Да нет, он свежий, в принципе. Снимаю показания с Аквы после чистки клапана EGR и вообще системы. Смотрим. Заслонка уже откалибровалась. Показания 5,2. Ниже нормы. 5,2. Так, что еще осталось у нас? Клапан EGR 1,99. Так и стоит. Ну и MAF вот уже 1,98, 96. Все, близко к объему двигателя он подошел. Дорогие друзья, сделал я ТО на Aqua. Почистил EGR клапан, заслоночку, MAF почистил. Ну, в принципе, как бы картина такая. Показываю. Значит, картина такая. Вот это вот получается диагностика до ремонта была. Мы двигатель диагностировали. Были такие показания. Так, MAF 1,8 были.
16,8 заслонка была грязная. 15,5 должна быть примерно. Ну и вот показания EGR 2,85 было. Сейчас у нас после диагностики, после диагностики 1,95 МАФ почему-то показывает, ну чуть больше, да, но это он еще не принял показания, надо поездить. Вот, заслонка уже видно, что чистая, 14,9. Вот, она сразу, в принципе, компьютер показывает. Ну и EGR 1,35. Намного, насколько меньше стал. Чище намного стал. Машина дышать будет. Ну, вот этот показатель, он врет. Сейчас пока что врет. Надо поездить. Диагностическая карта как бы этого компьютера сразу оттетуется. Ну, как бы поездить надо немножко. Компьютер примет показания нормальные. Поэтому вот такие документы. Все, я подготовил. Человек на продажу поедет, допустим, машину продавать. Он покажет, что он проходил ТО. Вот. Также покажет старые показания. По батареечке тоже здесь все есть. Все показания. Вот. Батарейку тут я как бы... Надо бы ее обслужить, конечно. Ну, в плане вот контактные группы надо будет немножко почистить. А так, в принципе, батарейка хорошая. Емкость у нее большая, разбеги маленькие. Батарея хорошая. Все, вот такие вот дела. Приезжайте, сделаем вам тоже ТО. Toyota Aqua, Prius, без проблем. Вот. Но остальные машины, такие как Camry и такие как Альфарды, в принципе, им EGR чистить не надо, у них система другая. Вот. Но как бы еще можно, ну, Camry тоже другая машина, в принципе, Crown, там тоже с EGR заморачиваться не надо. Ну, заслонка там нужно, чтобы тоже была, в принципе, чистая. Ну, остальные показания тоже можем посмотреть, как работают цилиндры, как работает, ну, как бы все, как работает, свечки зажигания, ну и много другое, в общем-то. Компьютер, в принципе, показывает все, вот, как работает двигатель, ошибки какие у него, поэтому по диагностике можно узнать многое. Не надо разбирать пол машины, чтобы что-то понять, что в ней не так. А какой-нибудь сканер типа ланча, ну, в принципе, тоже что-то покажет, но он не показывает так, как показывает программка TouchStream, это дилерское ПО. Вот. Его изобретала конкретно Toyota, Lexus. Такие машины, как Toyota, Lexus, должны диагностироваться TouchStream. Вот. Диагностические мультимарочники показывают, в принципе, кое-что, конечно, какие-то показания. Может быть, даже дорогие какие-нибудь, они, может быть, что-то больше покажут, потому что, ну, это очень дорогие нужны сканеры. Хотя TouchStream, в принципе, показывает вообще все. Не нужно там эти дорогие мультимарочники покупать. Вот. Такая программа, как HDS для Honda, тоже все показывает по Honda. Не нужны мультимарочники. Ну а с другими машинами работать, там нужно свое собственное ПО. У каждой марки автомобиля есть свое ПО конкретно. И мультимарочники просто по ОБДшке показывают, в общем-то, не все показания не показывают, не все. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, что хотел, рассказал. Приезжайте ТО делать надо обязательно. Хотя бы просто на диагностику. Машинку посмотрел, убедился все, что хорошо. Нет, мы что-то подскажем, что надо делать. Все. Всем